В республике Коми фиксируется рост пожаров. По данным, на конец января в регионе произошло 87 возгораний, в которых погибло 8 человек. Основная причина – нарушение правил безопасности при эксплуатации печей. 23 января в Инте сгорел гараж и машина в нем. Пострадали несколько соседних строений. Владельцы оставили печь без присмотра, что и привело к печальным последствиям. В январе в Инте был зафиксирован лишь один пожар. Возгорание гаража дало рост статистики, так как за аналогичный период прошлого года подобные случаи не фиксировались. Новогодние праздники для интинцев прошли благоприятно, хорошо. Возгораний у нас не было, пожары не зафиксированы. Все, в принципе, в пределах нормы, как положено, слава богу. То есть, сейчас повторюсь, что у нас зимнее время, соответственно, пользование печами отопления в гаражах. В жилом секторе, например, тоже у некоторых может быть холодно дома, активно используют бытовые электрообогреватели. Хотелось бы напомнить, чтобы использовать только сертифицированные, не самодельные, не имеющие каких-либо изъянов, то есть повреждения изоляции, не допускали перегруз электросети, то есть в один источник электроснабжения, в одну розетку не включали несколько, например, обогревателей, чтобы не случилось перегрузка и замыкание, соответственно, и возгорание от этого. Одно из эффективных средств предупреждения гибели людей на пожарах – это автономный дымовой извещатель. Благодаря такому маленькому прибору в селе Усть-Кулом спаслась многодетная семья. Они услышали звук извещателя и успели вовремя покинуть квартиру. Он должен быть установлен по правилам противопожарного режима, постановление правительства 1479, пункт 85.1, в квартирах многоквартирных домов и жилых домов, в семьях многодетных, находящихся в трудных жизненных ситуациях, а также в социально опасном положении. То есть обязательно должен быть установлен по законодательству. Также мы рекомендуем населению приобрести такие штуки и установить их у себя, потому что этот прибор служит для обнаружение и предупреждение пожаров. То есть предупреждение, он своим звуковым сигналом оповестит человека, его частота и сигнал настроены так, что он способен разбудить даже крепко спящего человека. Ну и, соответственно, это хорошая штука, одна из самых эффективных средств сейчас, которая не требует больших существенных затрат, стоимость его варьируется, но примерно в среднем доходит до 1000 рублей в зависимости от комплектации. То есть есть приборы просто на батарейке, которые оповещаются звуковым сигналом, и световым. Есть же приборы, вот, например, как этот, он еще способен отправлять уведомления даже на телефон с помощью Wi-Fi или GSM-модуля, то есть по сим-карте. Соответственно, еще раз повторюсь, посоветуем всем, кто прислушается, купить этот прибор. Это очень хорошая штука, она дешевая, и затраты на него перекроют полностью затраты, не дай бог, если что-то произойдет. В первую очередь он спасет жизнь. С наступлением холодной погоды возрастает количество пожаров в жилых и нежилых помещениях. Сейчас интинцы стали чаще пользоваться обогревателями, активно топят печи в гаражах, зачастую оставляя их без наблюдения. Именно халатность приводит к пожарам. В жилом секторе электрическая причина, то есть не перегружать электросети, использовать только сертифицированные электроприборы, не имеющие повреждений изоляции, каких-либо скриней, дефектов. Соответственно, ни в коем случае не курить в состоянии алкогольного опьянения в домах, особенно находясь в постели. То есть это основная причина, по которой происходят пожары, соответственно, как правило, с летальным исходом. То есть, в домах и в гаражных массивах, например, в частных домах, где используется печное отопление, ни в коем случае его не оставлять без присмотра, не доверять надзор детям, проверять его перед сезоном, то есть прочищать все и смотреть, чтобы не было никаких тоже дефектов, потому что это может привести к возгоранию. Перекаливание, соответственно, тоже, например, деревянные конструкции могут легко загореться от этого. Это тоже частая причина возникновения пожаров. В принципе, это такие основные моменты. Об этом можно много говорить. Самое главное – соблюдать правила. В принципе, ничего тяжелого. Ни в коем случае тоже не оставлять ничего включенного дома, если уходите надолго. Например, лампы, которые тоже достаточно сейчас сильно некоторые нагреваются. То есть они мощные, светят хорошо, но нагрев идет. Не дай бог, что-то текстильные какие-нибудь предметы могут от этого возгореться на кухне, например. Жителей просят не пренебрегать соблюдением правил пожарной безопасности. Они довольно просты, но при этом помогут сохранить жизнь и имущество горожан.